Если в прошлом году организация массового крещенского купания в Серебряном Бору походила на пробу пера, то нынче взору предстала, говоря языком героя одного сериала, картина маслом. Во-первых, было выбрано другое, очень живописное место, прямо вблизи самой станции, перед высокой горой, из-за которой периодически выглядывало солнышко. Во-вторых, расчищена довольно-таки просторная площадь для парковки. В-третьих, были учтены и недочеты прошлого года. 2 палатки, мужская и женская, стали значительно просторнее, теплее и удобнее. По-прежнему большое внимание уделили безопасности. Мероприятие проводилось с согласования и под контролем МЧС и медицинской службы. Сотрудники ремонтно-строительного цеха, начальник Виталий Коломеец, изготовили лестницу, деревянный настил, прорубили традиционную иордань. Предоставленные Нюрнбергской ГРЭС автобусы привозили сюда православных прихожан сразу после службы. Настоятель Серебряноборского храма отец Евгений провел освящение воды и, как зачинатель всего этого мероприятия, первым в нее и окунулся. Уже за ним последовали мужчины, женщины и дети. Этот праздник крещения, Богоявления Господня, для нашего прихода Серебряноборского праздник главный, престольный, день нашего храма, храмовый праздник. И тем более радостно, что мы уже 2-й год имеем возможность здесь на водоеме окунуться в освященную воду, приобщиться этой благодати. Температура воздуха в этот день приближалась к минус 33 градусам. Температура воды составила примерно 7 градусов, так что многие предпочли остаться в роли зрителя. И все-таки смельчаков, пожелавших испытать на себе силу святой богоявленской воды, тоже оказалось не так уж мало. Всех искупавшихся согревал не только горячий чай, но и мысль о том, что святая вода избавляет от многих недугов.